Да, молодец, молодец. Это просто камера, вот. Да, да. Не бойся. Вот понюхай, понюхай. Да, молодец. Понюхал? Он опасный? Нет, не опасный. Так что не бойся. Хорошо, Патрик? Ребята, всем привет! Сейчас я иду в одно место, так назовем, иду за Патриком. Кто такой Патрик? А Патрик — это мой будущий охотничий конь. Сейчас вы с ним познакомитесь. Он еще маленький же ребенок, но сил у него хватает. Я подготовил у себя место. Он всю зиму был со своей матерью. Сейчас подошло время, когда надо отделять жеребенка от матери. И вот сейчас настал тот момент, когда мне надо его уже забрать. У нас давно началась охота на уток, но, как видите, у нас зима, блин. Сегодня 23 апреля. Охота у нас на уток началась 21 апреля. Но тут, как вы видите, у нас зимушка зима. Даже нету ни одной лужицы. Поэтому охота на уток сейчас бессмысленная. Я даже не готовился. Вот занимаемся всякой всячиной. Сейчас буду заниматься с жеребенком. Сейчас дойдем и вы посмотрите. Ага. Угу. Ох, меня. Меня. Тоқта. Себебім деген, я тебя не буду есть. Тоқта. Тоқта. Еще. Молодец. Молодец. Тоқта. Kimde hebe ötte? Gelin büyük oldu. Tokta min be hoton tok kemere. Kemo en ke o ken mi kemere. Ya. 어떠냐? 아한다. 예? 아울까? Evet. Baksar buldum bugla. Kada kol baba. 아까 웬냐고? 오늘아 앙나의 길이 후어. Ol akım jawi. Hadi. Bunun tatlıkta hicatte. Tebelenler. Doktor. Bizde. Yine de. Молодец. Не бойся. Мы тебя отвезем домой. Не бойся, Патрик. Давай иди сюда. Пошли. Хорошо. Ка. Патрик. Ка. Молодец. Давай иди сюда. Ка. Молодец. Ка. Молодец. Ка.
О, молодец, молодец. Первые шаги сделаны. Này mình có tiếng sưởi vai là chè. Đi ta đang kia nó tôi đã bị gạt qua rồi. Nó liền nó tiếng đi. Мы перестрахуемся и поведем Патрика. Тухтянете. Дотащим на буксире. Всю зиму Патрика кормил Анатолий. Патрик поздно родился, да? В августе родился? Поэтому он такой маленький, ему еще годика нету. Вот Патрик пошел на буксире. Я решил себе взять маленького жеребенка, чтобы с малых лет научить, приручить, что ли. Ну, чтобы он ко мне привык с детства. Я немножко смотрю литературу всякую. В YouTube смотрю видосы, как воспитывать, как делать первые шаги, там, как разговаривать с конем, с лошадью. Я потихоньку учусь. Если вам интересно, как будет продолжаться наше воспитание, наш детский сад, обязательно подписывайтесь на канал и следите за видосами. Скоро у нас зеленая трава вырастет, и до тех пор Патрик будет стоять у меня. Будем кормить сеном, овесом. Ну, вот такие дела. И потихоньку будем приручать. Дрессировкой будем заниматься. Ну вот, мы дотащили до дома. Да, баем. Ну что, Патрик, вот мы и остались с тобой вдвоем. Я теперь твой новый хозяин. Не бойся, не бойся. Молодец, Патрик. Молодец. Прошу любить и жаловать. Тебя будут звать Патриком, понятно? Патрик, Патрик. Скоро мы научимся всему. Да, Патрик? Это камера, не бойся. Теперь ты камеру будешь даже носить. Понятно? Короче, история Патрика вот такая. Осенью, короче, когда было время забоя жеребятины, а мне дядя Анатолий говорит: ты же хотел себе коня? Да, говорю. Короче, сегодня ко мне приедешь, мы обсудим кое-что. Приезжаю к нему, и он говорит: вот смотри, вот в то время Патрик еще был маленьким осенью. Это было где-то в октябре, по-моему, то ли в ноябре. И он мне говорит: видишь вон того жеребенка? Хочешь его взять? Короче, его забивать сейчас резона нету. Он маленький, потому что он родился в августе, а должен был родиться весной в это время, в мае, например. И, короче, до осени он не вырос нифига. Его жрать-то нечего с размером собаки.
поэтому он мне говорит, короче, ты его бери, хочешь сделать конем, делай, хочешь есть, ешь. Ну, я его купил, цена была низкая, мы договорились, цена устроила, и я его купил. Договорились, чтобы я его взял в апреле. Сегодня 23 апреля, и вот настал тот день, и Патрик приехал ко мне, ну, пришел ко мне. Не бойся, это мои ноги, мои сапоги, они тебя не убьют, не съедят. Понятно? Вот, кушай. Травы много, вот видишь. Для тебя купил траву, один рулон большой на 300 килограмм. Этого вполне хватит, чтобы накормить маленького жеребенка. Купил овса, мешок, еле как нашел. С соседней деревни у ребят попросил. Ну и потихоньку мы с Патриком будем общаться, будем друг друга узнавать, будем строить его характер, его повадки. Да, Патрик? И вот такие же ребята, которые выросли вблизи, около тебя, вблизи у людей, они бывают, они становятся тихими и послушными. А то у нас как бывает, вот у меня были видео, когда мы ездили в соревнования, там ловят диких лошадей, у которых 3-4 года. Они уже дикие, они уже привыкли к дикой природе, они пасились зимой и летом на поле, в тайге. А Патрик будет ручным, он тут вырастет. Ну и у таких коней, у ручных, тоже бывают проблемы. Ручные вот такие кони, когда вырастут, они привыкают к тому, что его постоянно хвалят, его постоянно кормят, дают вкусняшки. Все, что он требует, и ему все делают. Вот если он к такому привыкнет, то он будет плохим конем. Но мы этого делать не будем. Он должен слушаться хозяина, делать то, что хозяин требует, а не то, что он хочет. Вот в таком направлении мы будем работать, ребята. Наверное, будет интересно. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Начинаем работать с конем. Да, Патрик? Скажи пока. Не бойся, это камера. Это камера. Он тебя не съест. Не бойся. Да, молодец, молодец. Это просто камера, вот. Да. Не бойся. Вот, понюхай. Да, молодец. Понюхал? Он опасный? Нет, не опасный. Так что не бойся. Хорошо, Патрик? Всем пока. Всем пока, скажи. Всем пока. Сейчас мы погуляем на новом месте. Посмотрим. Познакомимся. Вот смотри. Ничто тебя здесь не укусит. И не съедит тебя. Вот пошли. Вот крысака, а там Зара. Они будут лаять на тебя. А ты не обращай на них внимания. Вот тут пока будешь кушать снег, понятно? На водопое сейчас нельзя. Там плохая вода. Так что будешь кушать пока снег. Снега пока много. Вот пойдем посмотрим. Вон стоит моя машина. Видишь? Северный Патрик написано. Зовут как тебя? Вот мой дом. Я оттуда буду выходить. Тебя кормить. Понятно? Тихо. Молодец.
Молодец. Не бойся. Не бойся. Я тебя не укушу. Я тебя чешу. Тебе нравится, да? Нравится тебе чесать? Вот сейчас живот будет чесать. Ты не убегай. Не бойся, не бойся, не бойся. Вот тут будет чесать, чесать, чесать. Нет, не бойся, не бойся. Вот так ножки твои буду чесать, вот так. Тихо, тихо, тихо. Молодец. Молодец, молодец. Иди сюда. Так, так. Вот старый огород. Ты не должен перепрыгивать, понял? Она и так еле-еле держится. Вот этот огород тоже не будешь перепрыгивать. А то там тебя съедят, если убежишь. Ну чё, как тебе? Нравится тут? Это большое место. Ты здесь будешь один. Совсем один со мной. Там было тесно для тебя. Но там у тебя была мать, был друг. А тут только я. Ну и завтра познакомлю тебя со своей семьей. Хорошо? Договорились? Будешь слушаться? Маленький Патрик. Маленький Патрик. Вот такую прическу тебе сделаем. Вот такую. Нравится? Патрик, Патрик. Сейчас я тебе дам травки. Ты пожуешь до утра, хорошо? Потом утром мы встретимся с тобой. Не убегай. Понятно?